başladı. O Edi. O. Düğün ayrıldım apırgıtayım. Почему не прыгнули? Назаров. Рядовой Назаров, я вас спрашиваю. Назаров, вопрос понятен? Да понял он. И все же почему не прыгнули? Что вы молчите? Отвечайте. Не знаю, как с ним разговаривать. Рапорт. На мое имя. Капитан Николаев слушает. Так точно, товарищ полковник. Десантник из него вряд ли получится. Не были бы смелых. Разрешите оформить перевод в роту снабжения? Есть. Что с вами? Вам не здоровится? Никак нет, товарищ старший лейтенант. Ничего страшного. Товарищ майор, разрешите идти рядовому Назарову? Да, разрешаю. Можете идти, Назаров. Есть. Да, наломаем мы дров с этим Назаровым. А по-моему, он неплохой парень. Гордый, мне понравился. Не могу я с вами согласиться. Гордый трусом не бывает. Назаров не трус, товарищ капитан. Буйнов, вы имеете боевой опыт. Подумайте. В Афганистане такая его выходка могла стоить жизни многим другим. И все же я верю в Назарова, товарищ капитан. Да? Я тоже. Вот, остановить! Суглубов, я! Назарова ко мне. Есть!
Рядовой Назаров старшему лейтенанту. Где Назаров? А он, наверное, отрабатывает приемы прыжка с парашютом. Отставить. Где Назаров? Кто знает, где Назаров? Почему не выполняете приказ? Товарищ старший лейтенант Назаров отсутствует. Не понял. Его нет в строю. Где он находится? Не могу знать. У вашего товарища неприятности, а вы даже не знаете, где он находится и что с ним. Немедленно разыскать Назарова. Есть. Взвод, слушай мою команду. Рассыпаться по территории и найти Назарова. Разойдись. Дежурный? Я. А что, у нас сегодня гостей нет? Никто не приезжал? Нет. Ни одного человека? Ни одного. Мамедов, ну как там? Да-да, сейчас. Готов? Луговки! Стоишь как хан-барон. Почему не ищешь Мурада? Приказ командира тебя не касается, что ли? Луговки! Ты слышишь меня? А? Опять философствуешь? Философ? Молодец, молодец. Оскар, тут. Салман, слушай, Лугов, а что такое философия? Будь друг, объясни, а? Учиться надо, Бахтияров, учиться. Да учился я, честное слово, хорошо учился. Учитель у нас был не учитель, одно слово учитель. Дубовый, что ли? Да, дубовый. Да, ты все равно не поймешь. Пойму, сильно пойму. Объясни, а? Сильно поймешь. Да. Ну, слушай, Бахтияр Джан. Каждый человек, имеющий свое понимание окружающего мира, философ. А его объяснение — философия. Понял? Только зачем ты мучаешься? Зачем? Да. Что несешь-то? Вот кашу Назарову несу. Он сегодня не обедал. Ну, я пойду. Давай. Пойду искать Мурада. Ты не пойдешь? Трусов не ищу. Что? То, что слышал. Ненавижу трусов. А что ты говоришь? Ты вообще думаешь, что ты говоришь? Мурад не трус. Как ты можешь вообще назвать человека трусом, если ты его не знаешь? Ты знаешь, что у нас в деревне за такие вещи делают? Ну, что у вас делают? По морде дают. По морде дают? Ну, Давай, давай. Ну, давай. Вали отсюда по морде. Каш не распустит. По морде. Луговки. Что, Луговкин, а? 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 Будешь дальше? Нет. Не будешь? Нет, пусти. Ну, тогда гуляй. Мы еще поговорим. Иди. Газель? Джерен, Салам, Мурат. это не ты была на коне, Джерен? Нет, это была не я. Газель. Салам, Газель. Спасибо. Это была не ты? Нет, Мурат.
Мурат, это была не я. Марал! На коне. Это была ты, Марал? Мама, ты не знаешь эту девушку на коне? Не знаю, сынок. В нашем ауле такой девушки нет. Адам, Мурат! Вот ты где! Там вся рота тебя ищет, а он тут размечтался. Вай, что с тобой, Джигит? А ну посмотри на меня. А да ладно тебе. Что, грустно? Грустно тебе? Грустно? Слушай, а что ты делаешь, когда тебе грустно? А, Мурат? Что я делаю? Сажусь на Халтикинца и скачу по степи так, чтобы из глаз потекли слезы. Вот тогда у меня все проходит. А я люблю петь. Хочешь, спою? Спой. Ну иди сюда. Saçın ucun örmezler, gülü sulu dermezler, sar gelin. Saçın ucun örmezler, gülü sulu dermezler, sar gelin. Seni bana vermezler, alenen ölsün, sar gelin ama. Yandım aman benim aman sar gelin. Ну вот объясни мне. Человек одет, обут, харчи по горло. А тут вот, понимаешь? Кошки скребут. Ага. Я бы объяснил, Ваня. Да не поймешь. Что ты заладил, не поймешь, не поймешь. Что ж ты злой такой? А да ты что не спишь? Да так. Переживаешь, да? Это правда, что тебя приводят? Кто сказал? Луговкин. Говорит за трусость. Вот я пытаюсь понять, что ты за человек? А этого, Ваня, тебе вообще не понять. Один ты у нас умный, остальные все дубовые. Спи, Ванечка, спи. Чего уставился? Я тебя спрашиваю, что смотришь?
Да, это я сказал, что ты трус. Потому что ненавижу трусов. И не я один. Все говорят, что ты трус. Мурат! Брат мой! Что ты наделал? Что ты натворил? Нет, ты не был трусом. Мурат не был трусом, слышите? Не был трусом! Я знал это. Луговкин, вы будете наказаны. Как вы могли сказать такое о своем товарище? Не надо, товарищ старший лейтенант. Не наказывайте его. Слышите? Он благороден. Благороден и смел. Мама, прости меня. Отец. Я понимаю тебя, сын мой. Лучше смерть, чем позор. Любимый, я не мог иначе. Назаров! Ко мне! Есть. Чем вы тут занимаетесь? Я вас спрашиваю, чем вы тут занимаетесь? Что с вами происходит? Назаров? Ну ладно. С завтрашнего дня займемся с вами индивидуальной подготовкой. Пошел! Быстрее! Быстрее! Еще раз! Лабиринт! Так.
не убежал в широкую степь. Нет, сынок, не убежал твой конь. Только застоялся немного. Адам, Мурат, что сидишь? Пойдем пройдемте. Пойдем погуляем немного. Нет, спасибо, не хочу. Бахтияров, Я. ко мне. Есть. Товарищ гвардейский. Отставить. Что грустит ваш друг? Да, очень. А что же вы не подбодрите его? Вы знаете, товарищ старший лейтенант, это невозможно. Почему? Ну, потому что ему нужен конь. Какой конь? Зачем? Ну, Халтикийский, чтоб слезы из глаз пошли. Товарищ старший лейтенант, говорят, его переводят. Вот он и грустит. Ясно. Хорошо. Ну-ну. Я дождусь того момента, когда вы сами попросите меня о его переводе. Назаров, встаньте и продолжайте борьбу, как положено. Назаров, перестаньте строить из себя обиженную девицу. Встаньте и начните борьбу сначала. Назаров, нападайте смело, энергично. Да не мучайте вы парня зря буду. Послушайтесь моего совета. Назаров, встаньте. Суглубов, отдохните, я сам. Ну? Не падайте. Ну? Отставить смех. Вставайте, Назаров, нападайте. Нападайте на меня, говорю вам. На вас, Нападайте. товарищ старший, Нападайте! на вас не могу, товарищ старший лейтенант. Отставить разговоры. Выполняйте приказ. Нападайте. Нет. Слушайте, Назаров, что улыбаетесь как? Ну, представьте себе, что я ваш брат. Брат ваших друзей, нашей Родины, наконец. Ну, вообразите и нападайте. Ну, Назаров, нападайте. Да, но это же черт знает, что такое. Я ваш брат. Я ворвался в ваш дом. У вас есть сестра, мать? Есть. Есть? Представьте себе, что это так. Нападайте.
Вы же сильный парень. Каким спортом занимались, Назаров? Никаким. Товарищ старший лейтенант, Слушаю вас. вы нарочно поддались ему? Я? Да. Почему вы так решили? Не знаю, как там. Свод, смирно! Отставить. Вольно! Продолжайте занятия. Продолжайте, дети. Товарищ старший лейтенант, Слушаю вас. разрешите поинтересоваться, куда вы их готовите? Не понял. Молодежь нужно ориентировать на современное военное мышление. А с вашими, извините, фельдфебельскими методами далеко не уедешь. Теперь поняли? Так точно, теперь понял. Но не могу с вами согласиться. Считаю, что такие понятия, как Родина, мать, и по сей день не устарели. Рядовой Назаров, ко мне! Рядовой Назаров, Отставить! Останетесь охранять матрасы. есть? Охранять матрасы. Послушай, Назаров, ведь он тебе поддался, правда? Кто? Буйнов. Ведь он тебе поддался, признайся. Я не знаю. А я знаю. Его невозможно победить. Извините, старший лейтенант, я сейчас. Говорят, вы подразниваете солдат. Это что, новый метод подготовки? Товарищ полковник, я хочу, чтобы солдаты думали о защите Родины не абстрактно, а реально. С помощью таких методов? Да вы понимаете, куда вас занесло? Так ведь можно и до мордобития дойти. Неужели вы думаете, старший лейтенант, что существующие методы воспитания воли и мужества недостаточны? Так точно, товарищ полковник. Отделение встать! Воздушный поток, товарищ старший лейтенант! Меня сносит! Подтяни стропы! Ничего не получается, товарищ старший лейтенант!
Что, старина? Все в порядке? Да. ВДВ? Ну, понятно. Пойдем, Юстина. Пожаловать, дети мои. Мы рады вам. Всем аулом будем справлять вашу свадьбу. Джигиты! Собирайтесь на великие скачки! В честь свадьбы моего сына Мурада! Аман, почему не начинаете скачки? Почему вы сдерживаете коней? Почему не пустите их по широкой степи? Мы ждем, когда соберутся все, и начнется бой. Что начнется? Свадьба, Мурат! А ты сам что же? Мама, где мой конь? Не убежал он в широкую степь? Нет, сынок, не убежал твой конь. Только застоялся немного. Товарищи, разрешите представить вам Вейду Юхановну. Здесь похоронены ее однополчане. Пожалуйста, прошу вас. Летом, в 41-м, я тоже была молодой.
Мне тогда было столько же лет, сколько вам сейчас. Я была медсестрой. Однажды шла я в блиндаж командира роты. Он был ранен. Сопровождал меня смуглый, симпатичный молодой солдат. Это Мурат Аманов. Вот я и хочу вам сейчас рассказать о нем, о Мураде, который погиб, геройски защищая мою родную Литву. Ему обязана жизнью не только я, но мои дети, мои внуки. А да? Что с тобой? Что ты плачешь? Эй, Мурат! Мурат! Ничего, все в порядке. Дежурный? Я. А что у нас сегодня, гостей нет? Есть. Петрова мать приехала. И больше никого? Нет. Адель, Луговки! Ты что там, как журавль, на одной ноге стоишь? Все философствуешь, да? Пошел к черту, шут гороховый. А да, эй, ты что говоришь, Тома? Ты мне уже надоел, я сейчас с тобой по-другому поговорю. Отпусти меня, Да ну его, на этого длинного посмотри. Давай. Философ. Прекрати, что ты завелся.
Здесь. А да это ее дом? Да. Ой, какой дом! О, а это она сама. Да, это она. Ну, пошли. Аскер, может, другой Слушай, раз? Мурат, будь мужчиной, слушай. Учись у Бахтиярова, как надо с девушками знакомиться. Пошли. О, русалка Балтийских просторов! О, жемчужина чистых озер! О, янтарь души солдатской! Что вы сказали? Здравствуйте, говорю, да? Просьба есть. Какая просьба? Понимаете, говорят, у вас во дворе самый чистый колодец. Нельзя ли водички попить? Жажда замучила, особенно моего друга Мурада. Проходите, пожалуйста. Давай, иди. А вы? Нет, спасибо. Это Мурат хочет водички. А этот мороженое хочет. Извините. Пойдем. Вас Мурат зовут? Да. А вас? А меня Юстина. Юстина! Юстина, будь добра, помоги мне перенести коробки. Хорошо. Вы извините меня, я пойду помогу. Если можно, я тоже с вами. Пожалуйста. Вот, бери. Юстина, признайся, это твоя симпатия? Скажите. Очень красивый девушка. Так, осторожно. Вот сюда ставь. Спасибо. Красивый город. А я живу в Вильнюсе. Учусь в университете. Сюда приезжаю к бабушке на каникулы. Привет. Здравствуйте. Где ты была, Юстина? Мы за тобой несколько раз заезжали. Ну что, поехали? Нет, я не могу. Как не можешь, Юстина? Нас же люди ждут. Мы договаривались. Извините, у нас на сегодня были свои планы. Извини, Айвор. Пошли. Такого наш Айвор не ожидал. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста.
мы с Айвором учимся вместе. Вот и все. А что там за крепость? Средневековые. У вас есть такие? Археологи раскопали под Ашхабадом крепость. Целый город, Нису. До нашей эры там жил очень воинственный народ. Даже римские легионеры не могли устоять перед ним. Но парфяне, так назывался этот народ, не только воевали, но и создавали свою культуру. На найденных при раскопках ритонах из слоновой кости были хорошо видны изображения зверей, всяких птиц, олимпийских богов. А парфяне были красивые? Наверное. Привет. Лагос. А как ты думаешь? Наверное, воины. Парфяне привозили себе пленниц из других стран. Стай! Смирно! Вольно! Ну что, ребят, садись скорее! Ай! Пошел, салага! Стой! Стой! Граждане, чья машина? Моя? Помогите мне! Помогите мне задержать преступника. Вы же ранены. Да сейчас не до этого. Потом. Уйдут же они. Я сейчас же вызвать скорую помощь. Димон, вызывай скорую, а я поехал. Я еду с тобой. Ладно. Может, ваш избранник составит мне компанию по поимке преступников? Аркуш, ты тогда помоги милиционеру. Хорошо. И я с вами. Может, останешься? Нет, я еду. Вижу цель! Айвор, останься с ней. Нет уж, останьтесь вы. Черт.
Давай, двигай. Юстина, закройся в машине и не выходи. Нет, нет, не уходи, я боюсь. Ну там Айвар. Мы скоро вернемся. Мурат! Здесь они нас не найдут. Заткнись. Идиот. Серый, надо смываться. Завали мотоцикл. Тихо. Начал смываться. И останешься. Дежурный, Я. а что у нас сегодня гостей нет? Никто не приезжал? Нет, Ни одного человека? ни одного. Привет. Здравствуй. Это ты мне цветы принес? Тебе. Спасибо. Что с тобой? А с тобой? Я не знаю, что со мной. Сама не знаю. Юстина! Да. Здравствуйте. А я вас каждый день ждала. Каждый день не надо. Увольнительную дают только по воскресеньям, то если заслуженно. Ну, проходите, пожалуйста. Нет, нет, спасибо. Мы лучше пойдем мороженое покушать. А может, вы водички хотите? Нет, нет, мы больше мороженое предпочитаем.
Мурат! О, Айвар! Салам! Салам. Ты ко мне или случайно здесь? К тебе. Да. Я очень рад тебя видеть. Зря радуешься. Я пришел поговорить с тобой. Да? Хорошо. Что-нибудь случилось? Говори, Айвар. Я слушаю тебя. Айвар, что случилось? Что молчишь? В общем, я должен тебе сказать, что ты не прав. В чем? В чем? Вскружил девчонке голову, еще спрашивает, в чем. Истинные мужчины так не поступают. Айвар! Айвар, подожди! О чем ты говоришь? Я ее люблю. Ты это можешь понять? Сегодня любишь, а завтра что? Что завтра? А завтра ты уедешь в свои Каракумы. Ты подумал, что будет с ней, когда она останется тут без тебя одна? Или ты собираешься взять ее, не знаю, там, 12-й женой? Да, только не 12-й, а единственный. Единственный. Сказать легко. Сначала нужно сделать, а потом говорить. Мурат. Айварджан, ты хочешь меня обвинить в чем-то? Да. В чем? В том, что настоящий влюбленный никогда не поступает так со своей возлюбленной. Он сначала думает о ней, а потом уже о себе. Говори яснее, прошу тебя. Пожалуйста. Ты подумал, каково ей будет там, в Каракумах? Не заскучает ли она, понравится ли ей там? Ты даже не знаешь, как ее примут твои родные. Она ведь языка не знает, пески в глаза не видала. Что она будет делать в жару среди ваших баранов и барханов? противогазы. Ада, Мурат, что с тобой, а? Рядовой Назаров, в чем дело? Дайте противогаз.
Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? Обращайтесь. Рядовому Назарову письмо. Назаров, ко мне, Получите письмо. Она сказала, что завтра уезжает. Спасибо. Я буду скучать без тебя. Я не поеду никуда. Юстина. Я буду ждать твоих писем. Мой парфянин. Только смотри, не найди себе другую пленницу. До свидания, мой парфянин. Схождение.
Еще правее. Только бы он не раскрыл запасной. Верхний обрезал строп, они спускаются на одном парашюте. Дергайся, Луков! Отпусти меня, Мурат! Слышишь, что я тебе говорю? Не стой ты за меня рисковать! Мне уже все равно! Отпусти, слышишь? Отпусти стропы! Погибнешь из-за меня! Где мой конь? Не убежал он в широкую степь. Эй, Аман, почему не начинаете скачки? Неужели еще не все джигиты собрались? О чем ты говоришь, Мурат? Ведь ты погиб, и праздник отменили. Как? Да-да, Мурат, ты погиб. Ребят, все в порядке? Да. Считайте, что второй раз родились. Назаров, Пуговкин! Руки, ноги! Как настроение? Все хорошо, товарищ старший лейтенант. Все очень хорошо.